Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии полицейские раскрыли ряд краж. Так, сотрудники полиции Ленского района нашли похищенный сотовый телефон. Об этом сообщает МВД Республики. В полицию обратился 60-летний уроженец СНГ. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего местного жителя. В одном из кафе города Ленска зашел пожилой таксист. Положив два своих телефона на стол, он стал ужинать. Вскоре на одно из его устройств поступил вызов от заказчика. Таксист, быстро доев, вышел из заведения. В этот момент находившийся за соседним столиком мужчина увидел, как на столе во время спешки был оставлен телефон. После того, как таксист уехал, злоумышленник взял забытый смартфон и скрылся в неизвестном направлении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Аналогичное преступление произошло в Якутске. Полицейские установили несовершеннолетнего причастного к этой краже. В полицию поступило сообщение о краже набора ключей из автомашины. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток. Выяснилось, что парень прогуливался в одном из районов города, где заметил во дворе замороженный на зиму автомобиль с незапертой дверью. Воспользовавшись халатностью автовладельца, подросток проник внутрь и похитил из салона инструменты. С его слов, похищенные он спрятал под домом, откуда позже они пропали. В отношении несовершеннолетнего, достигшего уголовно наказуемого возраста, возбуждено уголовное дело. В Якутске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи из съемной квартиры. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы, сдававшей квартиру в аренду. Женщина сообщила, что из квартиры пропало имущество, а именно стиральная машинка. Ущерб заявительница оценила в 7 тысяч рублей. Находясь на месте происшествия и не обнаружив следов взлома, сотрудники полиции предположили, что к краже может быть причастен бывший квартиросъемщик. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец Намского района. Выяснилось, что мужчина, воспользовавшись тем, что у него заканчивается срок аренды, похитил приглянувшийся предмет бытовой техники. После этого злоумышленник скрылся и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ограбил после застолья. История о том, что нужно быть осторожнее при выборе друзей. В Якутске гость похитил имущество хозяина квартиры. Полицейские установили, что в день происшествия к потерпевшему зашел в гости его брат со своим другом. В ходе застолья со значительным количеством алкоголя хозяин квартиры и его родственник уснули. Этим воспользовался друг брата, который незаметно похитил сотовый телефон, китель курсанта и сумку с документами, после чего покинул квартиру. Затем мужчина продал похищенный сотовый телефон таксисту, а вырученные деньги, а это около 3000 рублей, потратил на продолжение праздника в одном из ресторанов города. По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за совершение грабежа 24-летний уроженец Мегино-Кангаласского района. В ходе обыска часть похищенного была изъята. На нерадивого друга возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник украл цепную электропилу из помещения торгово-выставочного центра. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 28-летний уроженец Тампонского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из павильонов торгового центра. И пока продавец обслуживал других покупателей, незаметно похитил с прилавка цепную электропилу «Кротон» стоимостью 7 тысяч рублей. С его слов следует, что он продал похищенный инструмент незнакомому таксисту за 15 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание за оскорбление. В Якутске женщину оштрафовали за нецензурную брань. По сообщению прокуратуры Якутии перед судом предстала 28-летняя неработающая местная жительница. Этому предшествовала проверка, проведенная по обращению 57-летнего мужчины. В конце октября 2018 года в помещении торгового центра женщина оскорбила заявителя, выразившись в его адрес нецензурной бранью, а также фразами грубого, неприличного содержания, унижая его честь и достоинство. При этом свои неправомерные действия зафиксировала посредством видеозаписи на мобильный телефон, после чего распространила видеозапись по мессенджеру WhatsApp. Ее оштрафовали на 2000 рублей. Полицейские Мегино-Кангаласского района раскрыли кражу планшета. Об этом сообщает МВД Республики. О похищении сообщил 35-летний мужчина. Сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражу 30-летнего местного жителя. Происшествие случилось в новогоднюю ночь. Отметив у себя дома новогодний праздник, все члены семьи разошлись по своим комнатам и уснули. При этом никто из них не додумался закрыть изнутри входную дверь. Этот промах сыграл на руку злоумышленнику, который решил к ним наведаться под утро. Свободно проникнув в чужой дом, он взял со стола планшет и шампанское из холодильника. Общая сумма ущерба составила
15 тысяч рублей. Похищенный планшет изъят. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Похитителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В Якутске задержали мужчину, который совершил кражу из машины. У местного жителя были похищены сумка, в которой находились личные документы водителя и банковские карты. Полицейские задержали ранее судимого за аналогичное преступление 27-летнего мужчину. Задержанный, прогуливаясь в районе своего дома, увидел, что дверь одного из прилегающих гаражей открыта. Заглянув внутрь, он увидел там автомобиль, дверь которого также была открыта. Пошарив в бардачке авто, злоумышленник обнаружил в нем кожаную барсетку. Похитив ее, мужчина отправился к себе домой. С его слов следует, что похищенную барсетку он сбыл незнакомцу за 500 рублей, а документы выбросил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. В Свердловской области мужчину осудили за воровство, несколько изнасилований и убийства. Обвиняемый житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Его признали виновным сразу в ряде преступлений. Среди них угроза убийством, 3 изнасилования, 2 эпизода насильственных действий сексуального характера, кражи и убийства, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление. Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 18 сентября 2011 года во дворе одной из школ Екатеринбурга подсудимый совершил изнасилование незнакомой ему 14-летней школьницы. Чтобы скрыть это, он с особой жестокостью убил ее. С места происшествия злоумышленник скрылся. Установить и задержать его удалось в мае 2017 года. Под гнетом неопровержимых доказательств мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. В ходе расследования следователям удалось установить ряд других преступных эпизодов. Подсудимого приговорили к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.